Общественники Республики Коми резко осудили проведенную в эту субботу акцию сторонников Алексея Навального в Сыктывкаре, которые требовали его свободы. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. 29 декабря 2020 года его объявили в России в розыск. О несогласованной акции в Сыктывкаре Александра Головина. Среди речевок «Свободу России», «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть». На Театральной площади в большей части молодые лица. Ярких речей и выступлений не было, впрочем, как и противодействия служителям закона. Полиция действовала корректно, периодически напоминая, несогласованная акция – это нарушение административного кодекса. В социальных сетях даже было высказано мнение, что полицейские в Коми – самые корректные полицейские в стране. А почему вы пришли сегодня? Я сломила. Я иду мимо, народ орет. Думаю, что орет? Какой-то такой Навальный. Ну, Путин, по крайней мере, мы живем спокойно. Я живу хорошо, мне ничего не надо от государства. Но я не против Путина. Я за Путина. Это лишнее все. Надо учиться и работать. С Театральной площади Сыктывкара митингующие плавно перетекли на площадь Стефановскую. Для безопасности горожан правоохранители перекрыли один из перекрестков. Движение автомобилей контролировал регулировщик. Прохожие были несколько смущены происходящим, но возмущения не высказывали. Надо отдать должное нашей полиции и сотрудникам Росгвардии, что на текущий момент в Республике Коми не было ни одной жертвы, да, всего этого. То есть полиция не поддалась на провокации, все было достаточно спокойно. Более того, полиция все это шествие достаточно хорошо модерировала. Да, тем самым уводили людей с улицы, да, тем самым не давая попасть обычным прохожим, которые в растерянности могли упасть и получить какие-то повреждения. Около памятника Ленину митингующие меньше получаса скандировали «Свободу», после начали расходиться. Оставшиеся направились в сторону мэрии города. Нужно понимать, для чего эти люди выходили, для чего используют эти технологии, вот, и действительно что-то поменять в стране. А чтобы поменять в стране что-то, пожалуйста, очень много возможностей есть. Конституция, законы дают предостаточно возможностей. Вот занятием политической деятельностью, пожалуйста, и спектр партий огромный. Огромный спектр партий от правых до левых, до центристских, пожалуйста, до до какой-то общественной деятельности. Но вот то, что мы сейчас увидели, да, на самом деле, это классический пример манипулятивных технологий, при том, что манипулятивные технологии используются для неокрепших умов, для людей, для ребят достаточно молодых, которым ими очень легко манипулировать. Юрий Балабонов призвал вспомнить великого политика Петра Столыпина, который на заседании Государственной Думы Российской империи сказал: «Вы хотите великих потрясений, а мы хотим великую Россию». Общественник предложил задуматься, на что направлен современный радикализм. Александра Головина, телеканал Юрган.